урок обязательно пройди. Обучение у нас на первом месте. Если ты не будешь обучаться, как ты будешь понимать, как нужно рекрутировать, как нужно построить команду, вообще суть нашего бизнеса, за что компания платит деньги. Чтобы это понять, самое главное обучаться и также отвечать на вопросы, которые есть в наших обучениях. Это отчет. Если ты не отправишь отчет, я не пойму, понял ли ты данный урок или нет. Для меня это очень важно. Вы отправляете урок, вы даете ему примерно пару часов, да, чтобы он прошел этот урок, или же сразу спрашивать, а в какое время тебе удобно пройти, через пару часов я могу тебе написать. Если он говорит, да, вы можете мне написать, тогда уже после... прошло несколько часов, вы ему пишете, отправляете голосовое, что именно он понял из данного урока, и также ждете ответы на вопросы, которые есть в текущем уроке. Он вам присылает отчет, смотря какой отчет он вам прислал, вы делаете... выводы, как он понял, правильно он понял данный урок. Если нет, вы дополнительно задаете ему вопрос и уже голосовым сообщением объясняете ему данный урок, то, что он недопонял. Дальше, после того, как он прошел первый урок, он понимает, куда он пришел, да, что за бизнес, что значит, что из себя представляет сетевой маркетинг, сетевой бизнес, вы его добавляете уже во все информационные чаты для новичков, да, вы сами находитесь в этих чатах, вы добавляете туда же этих новичков, кроме бизнес-партнеров, менеджеров, директоров, это понятно каждому, да, там уже смотря на каком вы уровне. Как вы добавили в чат, вы обязательно должны его предупредить, что в чате будет очень много информации, чтобы он отключил, поставил чат на беззвучный, это первое. Второе, отключил функцию, чтобы весь материал не сохранялся у него в телефоне, чтобы память не загружалась, да, лишняя, ну, как бы информация. Дальше вы должны обязательно поприветствовать его в чатах, и дальше ваши люди, консультанты из вашего чата, примерно 5, 6, 7 приветствий обязательно должны отправить после добавления. Это первые шаги, ваши шаги по сопровождению новичка. Дальше. Всегда улыбаемся. От нашего настроения зависит наш рост в бизнесе. Ребят, это тоже важно. На самом деле, это самый важный пункт сегодня в данной презентации. Вы отправляете уже следующий урок и ждете отчета от своего новичка. Обязательно, если он не присылает вам отчет, значит, он не прошел этот урок. Нужно рассказать голосом о фактах гордости Oriflame. Факты гордости Oriflame — это наш второй урок. Также вы должны, знаете, на эмоциях рассказать, какие сертификаты получила наша компания, чем мы гордимся, с какими странами мы сотрудничаем, да, чтобы ваш консультант понимал, в какой масштабной компании он работает. Дальше, касаемо личного товарооборота. Вы получили отчет, вы понимаете, что ваш новичок прошел второй урок, отчет развернутый, и уже вы переходите к следующему уроку, это на тему ЛТО. Обязательно не только нужно отправлять урок на тему личного товарооборота, как организовать личный товарооборот, но и также важно рассказать самому, ребят, вы сами должны рассказать о выгодах 100 и 150 балл бонуса, о текущих акциях каталога, отправляя наши картинки, шаблоны и также голосом объясняя. Вы должны помочь с выбором продукта, потому что вы уже начали пользоваться продукцией, но ваш новичок, присоединившийся только что, он не знает, он не пользовался, и он не нуждается в ваших советах. Порекомендуйте ему продукцию, на которую идут хорошие баллы, которые очень выгодно приобрести. Дальше вы его добавляете на каналы в Телеграме, очень удобно, на самом деле приложение Telegram очень удобно, намного удобнее, чем WhatsApp. Мы скоро уже полностью перейдем
Я обращаюсь к тем, кто еще полностью не перешел, мы скоро полностью перейдем в Telegram, потому что там можно создавать такие каналы, как, например, на интересующие нас на бизнес-темы, да, например, вы добавляете своего новичка на канал Wellness, туда скидывают отзывы о серии Wellness, также есть канал «Комплексный подход к красоте», называется, вот на этом канале обсуждаются декоративная косметика, наша продукция, отзывы, какие сертификаты мы получили. После добавления на эти каналы ваши новички поймут, что выгодно им заказать, прочитав эти отзывы, даже им не потребуются ваши советы. Дальше, ваша задача перевести новичка в рекруты. Ребят, вы не оставляете своих новичков, понимаете, вы не заваливаете его с 4-м, с 5-м уроком, нет, ни в коем случае. Для начала вы должны его перевести в рекруты, то есть он должен у вас оформить заказ на 100 или на 150 балл бонуса, или же на 50 балл, от 50 балл бонуса должен... Или, да, чтобы участвовать хотя бы в акциях от компании, но лучше, конечно, 150, чтобы взять все выгоды от компании. Ваша цель – перевести в рекруты. Ваш новичок оформил заказ. Следующее, вы объясняете ему уже маркетинг-план компании Oriflame. Вы отправляете ему следующий урок, и, конечно, вы ждете от него отчета, именно развернутого отчета, как он понял маркетинг-план. Задавайте вопросы. Бывает так, что ваш новичок проходит урок, он говорит: да, я все понял, все отлично, но на вопросы в текущем уроке, которые у вас есть, да, он не отвечает. Вы тогда сами уже голосом должны задавать ему эти вопросы, да, касаемо данного урока. Также, на какой уровень он хочет выйти по маркетинг-плану и по лестнице успеха, какой доход его интересует, и за какой срок он хочет достичь этого звания, этого уровня. То есть вы уже должны поговорить с новичком именно... какое звание больше всего его вдохновило. Например, меня сразу вдохновило, прям я зажглась, можно сказать, на звание бриллиантового директора, когда я была новичком. Мне понравились доходы бриллиантовых лидеров, мне понравились также путешествия бриллиантовые, конференции и автомобильная программа. Да? У нас бывает очень часто, мы встречаем амбициозных лидеров, амбициозных консультантов, которые уже целятся к топовым званиям. Ваша задача просто спросить и понять. И уже следуя его ответу, вы поймете, что из себя представляет ваш консультант, да? Тоже очень важно, это очень важный вопрос, и для вас лично, как для спонсора, очень важен, какой будет ответ. Ваша задача развеять стеснение, именно развеять стеснение, потому что бывает, что... новички стесняются. Ваша задача развеять страх и внушить веру в своего новичка, что он в лучшей компании, что он в лучшей команде, что у него лучшие спонсоры, растущая команда. Ваша задача развеять эти сомнения, ребят, и наладить доверительные отношения. Чем проще, спокойнее, как бы вы будете относиться к своему консультанту, как будто вы всю жизнь с ним знакомы, поверьте, он в будущем для вас станет бизнес-партнером. Следующие ваши шаги по сопровождению новичка. Поговорите с новичком, обязательно понять, о чем он мечтает, какие ожидания у него на этот бизнес, да? Отправьте урок на тему мечты и цели, это уже следующий урок после маркетинг-плана. Очень важно понять, о чем он мечтает и какие у него амбициозные цели. Когда у меня мой спонсор спросил, какие у тебя мечты, напиши список мечт, меня это очень сильно вдохновило, и я начала с малого и расписала столько мечт, что сейчас я многие эти мечты свои реализовала по воле Всевышнего в этой компании. И когда вы видите, что вы их реализовали, вы получаете удовлетворение от проделанной работы. Ребят, это очень важно, и это очень важный урок. Следующее. Дать задание новичку, написать список мечт и отправить спонсору. Почему отправить спонсору?
Потому что не все люди расписывают свои мечты, не все люди составляют список этих мечт, потому что они боятся, они даже боятся мечтать. Да, такие люди тоже есть, но поверьте, если вы с ними поработаете, если вы дадите им задание написать список этих мечт и отправить вам, именно вам, спонсору, он так это и сделает, да. И, конечно, это все конфиденциально, это все остается только у вас и у вашего новичка. Дальше рассказать, чего вы достигли в этом бизнесе. Если у вас нет результата,